Здравствуйте, это «Вечерняя смена», в студии Ирина Газаева. Сегодня в эфире. Трагический случай в горах и проблема санитарно-технических приспособлений. Туристический сезон активно набирает обороты. Готова ли республика? В чем причина возникновения мусорных свалок? Кто виноват? Разбираемся с гостями в студии. И преподаватель испанского языка Московского государственного института международных отношений выучила неродной для нее осетинский язык. Сегодня она гость вечерней смены. Обо всем подробнее через несколько секунд. Новость о гибели туристки на прошлой неделе всколыхнула общественность. Все мы следили за этими новостями. Женщина приехала из Минеральных вод с коллективом на экскурсию. Несчастный случай произошел в Дегорском ущелье. И к этой трагедии, по информации телеграм-каналов, привело банальное отсутствие туалетов. Готовы ли мы к туристическому потоку? Как обстоят дела с придорожным сервисом? Как обеспечивают безопасность туристов? Следит ли комитет по туризму за поведением туристов в святых местах? И почему в этом году Северная Осетия стала единственным регионом СКФО, не получившим субсидию Минэко на развитие туризма? Все эти вопросы мы хотели задать сегодня заместителю председателя комитета по туризму Мадине Казбековне Тебиевой. Но буквально за полтора часа до эфира она сообщила, что принимать участие в эфире не будет. Ответы на эти вопросы мы все же ждем, пока не случилась еще одна трагедия. Продолжаем. Проблема стихийных свалок в республике поднимается часто, и вопросы к соответствующим структурам, конечно же, есть. Но не меньше вопросов и к нам с вами. Что движет людьми, когда они бросают мусорные пакеты? Делают это просто где попало. Выезжают из города и высыпают строительный хлам, бытовые отходы просто в поле, среди гор, да так, чтобы никто не видел и не смогли зафиксировать камеры видеонаблюдения. В чем причина и кто виноват, что мы часто встречаем мусорные свалки? Попытаемся разобраться в ситуации. Добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам в студию. Клим Георгиевич, вот вы обнаружили свалку у мемориала Колка, да? Как это произошло? Как вы ее нашли? Ну, в принципе, место-то такое проходимое. Ну, оно такое достаточно известное, потому что там рядом, во-первых, есть карьер, во-вторых, там есть полигон для пулевой стрельбы «Тактика». Там в этом месте проводился совсем недавно чемпионат России по пулевой стрельбе. И вот все эти спортсмены, тренера, гости нашей республики, они ежедневно ездили через вот эту свалку и удивлялись, как мы можем так халатно относиться к нашей красивейшей природе. Там наш друг Борис Кантемиров, старший тренер сборной России по пулевой стрельбе, он очень тогда эмоционально высказывался. И он даже сказал такую фразу, говорит, где только не был в своей жизни, на всех континентах нашего земного шара. И со всей уверенностью могу сказать, что у нас самая красивая природа в мире, и мы вот так халатно, вот так к ней относимся, очень разочаровывает отношение нас, наше же отношение к нашей же среде она обитания. есть, да, не просто так. В причинах, если копаться, то там, наверное, целый ряд причин, но это никого не освобождает, я считаю, от ответственности следить за нашей средой обитания. Ну, как мы ее обнаружили, это был мониторинг совместно с Министерством природных ресурсов по поручению главы республики. Он поручил во всех районах провести мониторинг, и мы выдвинулись. И вот 79 несанкционированных свалок мы тогда обнаружили по всей республике. И, естественно, информация по всем свалкам, она была сразу же направлена в районные администрации, и чтобы уже по подведомственности отрабатывать каждый сигнал. Ну и в течение 2 недель эта работа шла, после чего мы сделали повторный мониторинг, и из 79 39 было убрано, остальные все еще были в работе. И вот тогда уже мы приехали конкретно туда, потому что вот
было там, ну, такое событие, чемпионат России, да, ну, естественно, нас очень просили успеть до начала этого мероприятия убрать это все. Ну, так как этого не произошло, мы уже приехали туда с вашими коллегами. Ну, давайте покажем, у нас есть телевидением, да. видеоматериалы, и потом продолжим. Ну вот они. Это сколько рейсов он сделал, представляешь? Он 6 контейнеров из строя вывел. На Маркуса 66. Смотреть, какие камни. Земля, строительный мусор. Контейнер вот так стоит. Смотрите, как он заглянулся. Это тоже полный. Короче, 3 точки. На Титова, на Ростовский Титова угол и на Маркуса 66. Вот что там, да, там еще помимо Ну, это и строительного строительный мусора. мусор. Ну и, как правило, там, где появляется строительный мусор, в течение 1-2 дней сразу появляются коммунальные отходы, потому что, ну, это так устроен человек. Если он видит скопление мусора, то давай я от того, что я еще подкину туда пару пакетов, ничего не изменится, и начинает все это обрастать, расширяться. И мы-то ждали, что там пойдут работы, а эта свалка с каждым днем все становилось больше, больше и больше, и уже надо было уже принимать уже такие конкретные меры. Ну, слава богу, я по информации Гизельского сельского поселения уже реакция А кто убирал? пошла. Сами убирали. Ваши сотрудники? Своими собственными силами. Ну, майорам Зевисов всегда помогает, и он нам опять помог, и убрали все. А нет гарантии, что это опять завтра не повторится. Вот смотрите, вот сейчас тоже этот видеоматериал в социальных сетях гуляет, мужчина выкидывает спокойно, он думает, что его никто Ну, не потому снимает. что- Вообще, знаете, это причина, потому что нет контроля. Ну вот как контролировать это И все нет в горах? наказанности, нет наказанности. И нет наказанности. А их надо наказывать по полной программе. А как ты накажешь, если ты не контролируешь и не можешь словить Ну, этого вот, человека? допустим, Это вот какие-то рейды, наверное, надо делать. рейды и Совместно уже- с телевидением, наверное, и с администрацией, с Народным фронтом. Ну, вот если номера зафиксировать вот этого автомобиля, да, номера, то по владельцу можно его вычислить и привлечь к ответственности. Ну, То это есть, хорошо, что кто-то в данный момент там был, но чаще всего они, наверное, выбирают такие места, где нет людей. Быстренько все это выкинули. Ну, как Они ты найдешь считают потом? ночью. Как ты найдешь потом этого человека? все-таки от основной дороги, где есть съезды, вот в такие лесополосы, в такие какие-то в ущелья, где можно заехать, прям самосвал выгрузить, то я вот в таких местах, наверное, все-таки фотоловушки или Ну да, мы уже какие-то говорили. элементы, да, камеры хотя бы какие-то А есть это установить. предложение? Да, и кто должен за это отвечать? Вот недавно у нас было совещание в районе, и глава района, Гаглой Валан Сарденович, ну, мы как-то решили, что надо их ставить Поддержал Да, да, очень хорошо поддержал, очень так твердо. И будем, наверное, совместно и с Роспотребнадзором, и с экологией, и с вами, и с телевидением, наверное, надо их ловить, и надо кого-то наказывать. А там, вы знаете, какие штрафы, до 200 тысяч. Если 2-3 не накажем, я думаю, этот вопрос как-то будет решаться. Вот сегодня, что мы показываем. Вот где вот колка, это уже убрано все, но нет никакой гарантии, что мы завтра заедем вот с вами, и опять там будет мусор. Почему бывает мусор? Я у водителей спрашиваю, они мне говорят, мы заезжаем на полигон, и оператор там у входа нам не разрешает. Почему не разрешает? У вас нет договора. Ну, нет договора, ну хотя бы разрешите, чтобы мы его выгрузили. 600 рублей тонна. Я не знаю, Вот как. насколько И мне они, известно- люди уже, сам по себе, это человеческий фактор это уже. Говорят, езжайте, говорят, в Гизельск, Архонка, ищите, говорят, места и вываливайте. Вот Это сегодня, кто говорит? Подождите. вот кто такое говорит, я не знаю, произнес? водители говорят. Сегодня был этот вопрос уже, я поймал одного из них. Это частные водители? Частные водители свой мусор везут, свой,
строительный материал. Да. И я их спрашиваю, почему вы здесь? Я заехал, значит, на Туда. полигон, мне не разрешили и сказали, вот ближайшее село Гизель, все туда везут, и действительно все туда везут. Кто в Нижнем Сане был, кто в Кубанский ушел, вот и в Колбу зайдут. И завтра нет никакой гарантии, что мы вот завтра выйдем, да, вот с телевидением, и опять там будет мусор, потому что они его завозят вечером. А как бы с ними? Надо как-то решать вопрос. Но вот предыдущий материал был, видеоматериал, это ситуация в городе, где, я попрошу еще раз показать, где баки тоже переполнены строительным мусором, от этого баки ломаются. Еще там камни такие. Да, и камни внутри. И почему люди, делая ремонт, не хотят вывозить этот мусор? Или, то есть как его нужно вывести? Да? Нанимаешь машину, платишь человеческий немаленькие деньги. То есть, чтобы вывести мусор, ну, сколько, около 3, не знаю, 4 тысяч? Ну, как сказал коллега, тонна 600 рублей. Ну, насколько этот тариф обоснован, ну, наверное, кто-то же его, обосновал наверное, его, да. посчитал. Ну, тонна 600 обосновал, рублей – это не так потому много, что, 600 рублей. ну, 10 тонн завозит 6 тысяч. Но когда речь идет о строительном мусоре там, в квартирной, да, в квартире, то это, Это не такие. бытовой уже. Но это все равно мусор. Ну, это- Если это и последствия ремонтных каких-то Да-да-да. работ, да, то это уже строительный мусор считается. И ну, такой тариф установлен вот сейчас. Ну, в него входит транспортировка, захоронение, там, утилизация, все вот эти работы, которые проводят на полигоне, они туда входят. Ну, тариф высчитан, он не самый дорогой в России, мы узнавали. Он такой средний, даже чуть ниже среднего. Поэтому нам, когда мы затеваем ремонтные работы, все-таки эти расходы надо предусматривать. Эти расходы надо предусматривать. Но вываливать вот так на природу, это ну, никуда не годится. Знаете почему? Потому Так что нельзя. людей надо информировать. Если Да. у меня идет ремонт, я думаю, как же мне этот, ну вот просто, как мне вывести мусор? Я просто захожу, да, гуглю объявления, ко мне приезжает, естественно, частник. Приезжает частник, у него нет договора с эрой, он туда не заезжает. Естественно, куда ему деть этот мусор, куда попало? Ну, И этот водитель получает, давайте образно говоря сейчас, 2-3 тысячи. Если эти 2-3 тысячи... Эти 2-3 тысячи можно вот туда позвонить заедет в и там Эру. от Веру. Да. Эра, можно позвонить в Эру. Вот, и и они приедет пришлют лицензированная машина, которая все заберет и везет. Также, по-моему, спецэкосервис, у них тоже есть автомобили, Ну, которые они, тоже наверное, на туда не договорах. обращаются, может, там чуть-чуть подороже. Еще раз говорю, людей надо информировать, потому что ну, мало кто знает, что куда нужно обратиться. Сразу просто ищут в объявлении информацию и звонят ну, в первое попавшееся частную машину. Ну, частную Ну, да. машину, там где-то оплачивает там 2-3 тысячи, он же не заедет. Давай будем Нет, а откровенно он, в говорить. свою очередь, тоже хочет, наверное, побольше заработать, и вываливает И он деньги. его вываливает, куда попало, и все. И ночью завозит. Как это контролировать, Клим Георгиевич? Фотоловушки, это мое мнение. Только Фотоловушки. фотоловушки. И неравнодушные граждане, которые ну, должны Вот все-таки когда помогать, они его помогать вываливают, администрации. они вот да. в зеркало не смотрят назад, что они натворили. И откуда они вообще родом. И это же наш город, надо его в чистоте держать. Наше села. Ну, так же некрасиво вообще. Я считаю, Это неравнодушные правоохранительные органы тоже здесь должны подключаться, у которых есть доступ и к этим камерам. И можно даже по времени вот, вываливания этого мусора вычислять, чтоб какие номера, машины. чтоб- Можно. Все, если поставить задачу, то я считаю, что можно с ней справиться. Ну, Спасибо. Вот все заинтересованы в этом. туалеты, мусорные баки, вот эти темы, от которых, если честно, нам уже журналистам оскомину набило говорить об этом каждый раз и просить, чтобы и комитет по Республике Северная Осетия Алания по туризму подключался и уже проводил эту работу. Получается, говорим одно, на деле другое. Вот если в городе уже мы видим и количество урн увеличилось, баков, Ну да, как и в красиво районах в городе обстоят всё, дела? да. Как в районах обстоят дела? В районах у нас тоже сейчас в этом отношении все нормально у нас. Мы очищаем свои районы, школы, интернаты, детские сады. Регулярно у нас есть
договора, и они все убирают. К этим вопросам у нас никаких проблем нету. Они своевременно очищают все. И мусор тоже забирают у нас в Гизеле в среду, и уже люди знают в этот день, и все уже готовят, и в этом вопросе у нас к ним никаких претензий Клим нет. Георгиевич, а вот дальше, где туристы отдыхают? Это ущелье, вы Да, имеете в виду? да. Ну, там, конечно, еще Ну, не туалетов совсем... нет от слова совсем, мне кажется. Да, туалеты А с это мусорными? проблема, и здесь в стенах этого нашего национального телевидения мы это тоже не раз поднимали эту тему, обсуждали ее. Насколько я знаю, 2 года назад первых 5 туалетов изготовил комитет по туризму. Но из них, когда мы мониторили, работало только 3. 2 еще тогда на тот момент в Иравском районе, они еще тогда не определились, куда их ставить. Но потом прошла где-то информация, что еще 11 туалетов, где места уже определены, но мы их до сих пор почему-то не видим. С придорожным сервисом тоже. Тоже пока большие вопросы. Ну, Тоже обещают. Несколько проектов, я знаю, реализуются, но еще не работают. В плане того, что вот вы упомянули, что гранты не получили, ну, это вот сейчас на данный момент как раз Вопросы таки... к предпринимателям? Ну, все предприниматели у нас... насколько до меня дошла информация, что заявки были не очень высокого Слушайте, но качества. эти заявки надо как-то потому вести и что, помогать да, с их этими надо заявками. сопровождать, помогать с оформлением земель. Там слишком много было исходных таких требований, которые просто не успели предприниматели под них подогнать свои заявки. И вот на данный момент у комитета по туризму опять же есть прием заявок как раз таки на развитие придорожного сервиса. До конца месяца они принимают эти заявки. Вот сейчас у предпринимателей еще есть неделя, чтобы подать. И если кто-то успеет, если опять же их качественно эти все заявки подадут, если что-то будет одобрено, если опять ничего не получит республика, ну, я уже тогда не знаю, наверное, надо только уповать на меценатов, на таких людей, которые без помощи государства на себя это возьмут. Но опять же там очень много требований и по части Минприроды, и по части Роспотребнадзора. Это нужны и очистные какие-то сооружения к каждому туалету, это и всё можно водопроводы, решить, и всё можно, коммуникации. да, сделать. Да, При желании все можно. то, что эти места давным-давно определены, это еще, по-моему, лет 5-6 назад уже сказали, вот мы уже знаем, где туристам удобнее останавливаться, где им удобнее перекусить, где им туристические удобнее, маршруты, там, в они туалет должны сходить. быть, Да, и конечно, там на каждую уже, локацию. Да, уже гиды уже об этом всем знают, они знают вот все. Просто надо это как-то Сделать. сдвигать. Надо сделать, взяться и сделать, да, Всё. на практике. Это вы относительно туалетов, относительно мусорных баков? Мусор то же самое. Баков, Всё, да, вот стоят, баки, или их конечно. тоже не хватает пока сегодня? Ну, вот вы мониторите их эту стало ситуацию? больше, да, мусорных баков стало больше тоже, но все-таки мы иногда видим, где прям вот с берега в реку тоже скидывают. Конечно, Да, вы знаете... не довозят они ни до баков, все-таки стараются какие-то укромные места, там бывшие карьеры, там еще что-то найти, где какая-то яма, куда можно скинуть и забыть про это. И у них это очень хорошо получается, но это надо все, вот как вы сказали, все-таки контролировать и выявлять и наказывать. Ну, других решений нет. Когда года 3 или 4, получается, что туристический поток вот стал как-то активно развиваться, и в Осетию приехали туристы в хорошем большом количестве. С одной стороны, мы все порадовались, обрадовались. С другой стороны, я в какой-то момент подумала о том, а что будет с нашими чистыми ущельями? В разном смысле, да, и это мусор, и, не знаю, как-то и на уровне, так, ментальном уровне. То есть не загрязнят ли они наши эти места? И, конечно, вот здесь чуть-чуть стало как-то вот страшно и опасно, и мне кажется, вот здесь надо усиливать эту работу. Усиливать в том плане,
что когда туристы приезжают, давать им какие-то памятки, как себя вести, да, вот эти фотографии в склепах. Тоже это работа, конечно, комитета, мне кажется, по туризму. Ну, вот вы про Даргавс, наверное, говорите. Да-да-да. Ну, это музей. Да, вот в музее есть смотритель, да, там есть, там, который обелечивает это все, там есть гид, который экскурсию проводит. Они, я думаю, должны, проводя экскурсию, сразу Вот нам же всем нужно доносить вместе, да. до туристов, Всем нужно. что это за объект, как себя здесь вести. То же самое, где наши святилища. Опять же, гид, Шорты, но гид да, должен быть косынки. вменяемым, нормальным человеком, а не нести, извините за выражение, ересь какую-то. Мы иногда это тоже слышим, и везде это, когда гид неподготовленный, с другого региона, абсолютно Поэтому не это владеющий. тоже, эту сферу надо Да, контролировать. им совершенно все равно, что там творится, допустим, в сознании тех людей, которые там живут и смотрят, что неподобающим образом обращаются со святым местом, да, на территории святого места. И вот это все надо доносить, это там надо организовывать это все. Где-то это получается, а где-то не совсем. Поэтому я считаю, все идет своим чередом, и здесь вот в тех местах, где у нас курортные зоны, там в первую очередь нужно создать эти условия. Да? Мы не сможем сказать туристу: не бросай бумажку никуда, потому что он купил бутылку воды, он ее выпил, он куда-то, эту пустую бутылку, он не засунет себе в карман, он ищет место, куда ее выкинуть. И нам надо эти условия создать, то есть поставить там мусорный бак, а потом его убрать. Естественно, вот кто эту работу Закрыть, наверное, да, вот выполняет. как в городе красиво закрыто, Да, точно все так же это закрыть, делать чтобы эстетично, да, животные чтобы не это разносили было мусор. да, И ветер. стильно, там где горы у нас красивые. Чтобы она закрыта, да. что там собаки не лазят. Да, да. Вот надо сперва создать условия, а потом уже требовать. Спасибо большое. Вот, Таймураз Хасанович, как ваша работа сегодня? Вы недавно приступили в конце прошлого года, Ну да? да, я с октября уже где-то 7-8 месяцев. Село у нас хорошее, люди очень 2 года добрые. назад где-то водопроводные трубы заменили. Как сегодня обстоят дела с водой? С водой у нас все нормально. Спасибо Майраму Зевисову. И по сегодняшний день он нам помогает вот с вывозом и мусором, и все, и технику все дает. Очень большое ему спасибо. Очень много он времени уделяет Гизели. И он сам с Гизели, и он любит свое село. И я ему благодарен, и пользуясь случаем, я ему хочу здоровья, чуть-чуть побаливать, чтобы он был здоровым. А насчет трубопроводов, отлично они все сделаны, с газом у нас все нормально, с электричеством у нас все нормально, никаких проблем Ну вот таких нет. обильные дожди никак не повлияли на качество чуть-чуть повлияло, воды? несколько домовладений, мы их как-то заактировали. Если получится сейчас, мы им чем-то будем На помогать. качество воды, я имею в виду. Качество воды чуть-чуть у нас сейчас ухудшенное. Мы объявили в Инстаграме тоже, что надо его кипятить. Своих граждан Рекомендации, мне да? оповестили все, как положено все. А так у нас самая хорошая питьевая вода. Все же через нас идет, через Гизель. Очень. Ничего, вроде бы. Вот мне, насколько известно, здание администрации села Гизель, какие-то проблемы с этим зданием, оно якобы, не знаю, если это не так, поправьте меня, что оно не принадлежит сегодня самой администрации. Очень болезненный вопрос. Вам большое спасибо. Да, действительно, на сегодняшний день у нас с созданием проблемы, но мы в судебном порядке будем разбирать. Сейчас пока я особо не буду это все разглашать, все. Но просто у нас проблемы есть, я их достал. Я постараюсь их решить, не знаю. И район помогает, и, наверное, если коснется и главу республики, тоже попросим, чтобы у нас в Гизеле было все нормально. Спасибо вам большое. Я благодарю за то, что вы пришли в эфир. Вы знаете, вот для меня, когда люди приходят и смело отвечают на вопросы журналистов, это уже какой-то показатель того, что работу они делают честно. По крайней мере, честно об этом говорят и открыто. Спасибо, что сегодня пришли к нам в студию. Спасибо. Вам спасибо. Вам спасибо. У нас реклама. Далее продолжим. Не переключайтесь.
Продолжаем эфир. Маргарита Исаакова, преподаватель испанского языка Московского государственного института международных отношений, выучила остинский язык и планирует развивать его, даже популяризировать в Москве. Чем влюбил в себя наш национальный язык и с какими проблемами в изучении языка столкнулась Маргарита, узнаем из первых уст. Добрый вечер, спасибо, что пришли к нам в студию. Благодарим, Диана, и вас тоже. Сейчас расскажем, как вы соприкасались. Пока к Маргарите вопрос. Но вы сегодня еще преподаете испанский язык? Нет, я уже не преподаю. Я с января не преподаю, я работаю по профессии, я юрист. Юрист? Да. Почему ушли? Я просто устала от преподавания. 5 лет в образовании проработала, в школе, в университете. Я просто немножко выгорела, как модно сейчас говорить. Но, тем не менее, изучать осетинский язык и, возможно, его как-то преподавать тоже есть эта мысль? Ну, преподавать точно нет, Нет. да, то есть я, конечно, не претендую на какое-то, на данный момент, знание такое осетинского языка, чтобы его преподавать, популяризировать, да, в плане администрировать процессы, да, какие-то, может быть, какие-то проекты найти, открыть, создать, привлечь людей, да, преподавать, конечно, нет. Но... Почему? Откуда это желание у вас возникло? Я знаю, что был какой-то спор с вашими студентами, да? Да, изначально я преподавала, когда в МГИМО у меня была группа, там были осетины, у нас были хорошие взаимоотношения с группой, они там, кто-то учил, кто-то не учил, и вот я решила их так немножко мотивировать, что вот давайте поспорим, кто быстрее, да, то есть кто до лета определенного уровня достигнет, кто не достигнет, и что я как бы быстрее их. Осетинского языка? Нет, они испанский будут они учить, испанский, а мы а вот вы как бы, что я параллельно? буду лучше по-осетински говорить, чем они по-испански к там лету. Вот, но я, конечно, проиграла, потому что это оказалось сложнее, чем я думала, но тем не менее, вот как-то я втянулась, они меня позвали в Осетию летом, я приехала, и как-то мне понравилось, и я вот теперь приезжаю в Осетию, стараюсь регулярно, изучаю культуру, Ахдау. Так, а в чем сложность, вы говорите, с какой-то Языка? сложностью? Да. Я учила много иностранных языков. Около 8, насколько я знаю. Ну, учила 8, говорю на 4, но они все в основном, из тех, на которых я говорю, романо-германская группа. Соответственно, осетинский, понятное дело, совсем другая группа, другие корни, другая немножко система. Грамматика несложная, сложно просто вот учить заново все слова, да, то есть нет никаких аналогий, корня нет похожего. Ну, если вы учите испанский после французского, там корень, допустим, один, и легче. А если осетинский, то там все новое. А в произношении? Ну, произношение вообще, конечно. Сложно? Вот это, ну, звук «кх», это я до сих пор не могу... Но вот вы говорите про испанский, там же тоже такие, ну, жестковатые, да, буквы? Нет, там нету вот этих вот гортанных, нету звуков. Ага. Самые сложные гортанные звуки, да. Эти все, куда поставить там «th» произнести межзубные, это несложно. А вот гортанный звук, мне кажется, сложнее. Так, сложность понятна. А в чем уникальность осетинского языка? Ну, каждый язык уникален, да, нельзя сказать, что какой-то уникальный нет. Чем он мне нравится, я бы сказала, что мне в первую очередь нравится не язык. Я не язык ради языка изучала, Так. а язык ради культуры. Вообще я считаю, что изучать язык — это значит познавать культуру, потому что язык, он отображает менталитет, он отображает историю народа, он отображает культуру народа, поэтому это все в совокупности. То есть мне нравится Осетия в целом, и язык как ее проявление, а не язык в первую очередь, а потом уже Осетия. Ну вот вы сегодня целый день провели в Осетии, да? Вообще, как часто удается приезжать? Ну, это мой 3-й раз за, вот, получается, там год-полтора. Я стараюсь приезжать, я просто работаю в офисе, сижу, да, с 9 до 6. У меня сейчас особенно, да, там отпуск не так просто взять. Стараюсь приезжать. Вот сейчас я приехала, буду в июле. Еще приеду, может быть, в августе приеду. Вот вы же наблюдаете за людьми, да, как часто они разговаривают на остинском? Бывает ли так, что вам где-то в магазине ответили на остинском языке? То есть вот мне кажется, это такая вот, да, Диан, небольшая проблема в нашей республике, потому что мало кто сейчас в семье говорят на остинском языке, больше на русском. Наверное, вина еще тому и интернет, да, соцсети. Как вам? Вы знаете, я когда вот первый раз услышала Маргариту, мне вообще показалось, что это современный какой-то житель Северной Осетии, Владикавказа, который вот на таком, знаете, только пока ломаном остинском разговаривает. Я подумать не могла, что это сторонний человек, который к Осетии не имеет
практически никакого отношения. Это меня очень сильно удивило. Но здесь меня еще удивило следующее, когда, знаете, вот была в разгаре подписная кампания журнала «Ноксдау», и мне позвонила, нет, мне написала, ко мне пришло сообщение, открываю, там, значит так: Диана Дабон Хорж, Манам Манохуина Маргарита, я очень хочу помочь вашему детскому журналу «Ноксдау». Ну, я сначала думала, что это какая-то такая шуточка, так иногда, знаете, вот знаю мою любовь к моей работе, иногда нет, какие-то вот такие бывают шутки, думаю, ну не может быть, вот я уже 3-й год в чудеса не верю, обычно бывает так, я прошу, и в основном мне отказывают, когда я прошу, допустим, помочь кому-то там выписать, и мало кто соглашается вообще помогать, мало кто. И тут кто-то добровольно тебе написал, что я хочу помочь. Я говорю, вообще вот как бы помощь в чем заключалась? А помощь заключалась в том, что мне на карту скинули деньги, и мы финансовая. оформили финансовую помощь, да. И мы оформили, значит, подписку для детей из отдаленных сел Иравского и Дегорского района. Почему этих районов? Потому что там плохо ходят почтальоны. Мне сказали, что если бы туда какая-то периодика поступала, то, может быть... Появился бы и почтальон. И почтальон появится. Поэтому я сейчас хочу раскрыть секрет. Я не только оформила подписку на «Ноксдау», еще на газеты. Думаю, пусть больше туда приходят газет, журналов, чтобы у них был почтальон. Вы знаете, это вот такая цепочка добра, которая вот одно за собой влечет другое. То есть вот этого всего бы не было. И сейчас, как мне сказали, в Ахсае все-таки почтальон остался, да, потому что туда начали приходить газеты. Я не знаю, правда, нет, не могу утверждать. Но вот если бы вот тогда вот этот шаг не сделала Маргарита, да, быть может, в Ахсае так бы и не было почтальона, и туда не приходили бы никакие журналы и газеты. И она меня не обманула, Маргарита, она оплатила эту подписку, и мы оформили. Я ее поблагодарила, а потом она меня решила еще больше добить вот этой своей, знаете, вот своим энтузиазмом, да, и своей добротой к нам, к детскому журналу. И каждый месяц она переводит, но я сейчас попросила ее пока этого не делать, потому что мне так неудобно бывает каждый раз. Уже несколько раз она скинула мне деньги на карту, благодаря чему я провожу детские конкурсы на страницах нашего журнала. Вот представляете, вот в это, вот смотри, я говорю, да, и вы слушаете, говорите, удивительно. Вот никто бы не подумал, что так можно делать. А у нас опять, вот сейчас я посчитала, уже около 100 детей опять у нас в конкурсе. Да? Я вообще хотела летом сделать паузу, прекратить вот это все. Думаю, пусть и дети отдохнут, и мы чуть-чуть передохнем, потому что очень много всего вот у нас происходит. Но думаю, вот есть человек, который нас поддерживает, да, а мы вот не хотели это все прекратить. Вот есть дети, которые хотят участвовать, есть человек, который хочет, значит, вот это все. Да. Конечно. И мы это все продолжаем, очень активно продолжаем. Дети с удовольствием участвуют. И сегодня до того, как к вам прийти, мы с Маргаритой немного посидели у нас в редакции. И, знаете, там был и наш, значит, руководитель, председатель Штернахаша Казбек Иналдиев. Он сказал очень много добрых, теплых слов в адрес Маргариты. Мне это тоже нравится, потому что, на самом деле, вот какое-то доброе начало всегда влечет за собой продолжение. Это всегда было, будет. И когда говорят, ты нам эту историю уже рассказывал, про то, как вам помогает. Я говорю, я еще буду вам рассказывать. Я хочу, чтобы вы запомнили, я хочу, чтобы кто-то это все продолжал. Потому что один человек, Ирина, вот если вот сейчас вас оставить здесь вот одну, вы ничего не сможете сделать. Однозначно. Точно так же я не могу, например, ничего делать одна в редакции детского журнала. Там, где находятся истоки астинской литературы. Там, где первые шаги делает ребенок. Все выдающиеся классики астинской литературы сделали первые шаги в Ноксдау. И вы понимаете, это очень хорошо прочувствовала вот эта девушка, которая сидит сегодня вместе с нами. Она так и сказала нам сегодня в редакции. Мне кажется, это так важно, чтобы это все развивалось, чтобы на это все было повязано. И вот это вот
дало начало тому, что мы сегодня даже здесь с вами сидим. А вот как вы узнали о детском журнале, да, и как это случилось, что вы написали Диане, где вы Да, номер взяли, да. да, как вы вот так вот Ну, я соприкоснулись? вообще в целом, опять же, возвращаясь к теме, что я не только язык учу, да, посвящена в повестку, я подписана на много телеграм-каналов, новостных, осетинских, да, каких-то внутренних, да, которые какую-то проблематику освещают. Я в том числе была, а я не помню, как я на канал Нокзау вышла, может, его кто-то репостнул где-то, я вышла на канал Нокзау и смотрела его там, потому что Диана выставляет детей, которые там по-астински говорят, а я же учу язык, а они говорят лучше, чем я слушаю как аудио треки, да, чтобы слух привыкал к языку. Вот, и я была подписана на телеграм-канал, периодически что-то читала, и Диана опубликовала информацию про то, что можно поддержать подписку, да, вот оплатить какое-то количество, опубликовала пост про людей, которые уже это сделали. Ну, как-то у меня, не знаю, настроение такое было. Спасибо вам за это. вдохновилась, Да, да. спасибо вам за это. Но вот, насколько я знаю, вы с Дианой еще и познакомились на Красной площади. Ну, мы вот Было там? очно Это после? познакомились. Это после. То есть я Очно, уже, да. Очно мы познакомились на Красной площади. Маргарита, делегация Северной Осетии, принимала участие во Всероссийском книжном фестивале «Красная площадь». У нас была достаточно таки большая делегация. Вот. И Маргарита туда к нам пришла. И знаете, меня поразил еще тот момент, когда она к нам туда пришла, мы очно познакомились и сняли небольшой видеоролик, который потом, к моему удивлению, набрал суммарно около 500 000. Вот если вот так Просмотров взять во таких. всех соцсетях, пабликах, которые репостнули, около 500 000 просмотров. Я потом так посмотрела, удивилась, думаю, все-таки, вы знаете, наверное, есть необходимость в том, что есть проблема языка. Есть большая проблема языка. И она решается не такими темпами, или не решается вообще, или решается, знаете, на каком уровне? Таком условном, когда кто-то что-то делает, почему-то у нас, знаете, как бывает, вот начинают, допустим, какую-то школу языка запускают, да, и тут же начинаются какие-то проблемы. У преподавателей начинают... Вот преподаватель не хочет нам преподавать так, чтобы мы понимали. Так невозможно. Я считаю, что сегодня это преподаватель должен подстраиваться под тех, кого он обучает, да, а вот эти звездные учителя, когда они начинают «я так не хочу», вот у меня такая методика, это проблема, это большая проблема, с которыми сталкиваются все, кто желает изучать так или иначе язык, да, будь то там обыватель или носитель, который не знает. И когда вот такое вот происходило, люди начали... Вот. И знаете, что меня еще Маргарите рассказывала, удивляло? Туда же нам звонили, вот СМИ говорили: «Диана, как у вас дела? Все хорошо?» «Да». «Можешь нам дать номер вот этой девушки?» Я говорю: «А нас? Вы не хотите нас взять?» «Да мы вас запишем». Мы вас знаем. Да, дай нам номер этой девочки. То есть людей это привлекло. А привлекло тем, что человек любит твой язык больше, твой родной язык больше, чем ты любишь. И когда я ее спутала вот с современной астинкой, которая вот так разговаривает на астинском языке, хотя Маргарита разговаривает лучше, чем многие жители нашего города, конечно, это очень приятно с одной стороны и очень грустно с другой стороны, потому что это обнажает наши вот эти проблемы языковые, то, что у нас мало носителей, то, что вот элементарно и в общественном транспорте, и в школе дети не владеют и не разговаривают так, как они, наверное, должны были бы разговаривать на родном языке. Да, спасибо большое. Я хочу вот этот ролик, чтобы мы посмотрели, режиссера попрошу показать, который столько просмотров набрал. Просто большой друг нашей редакции журнала «Нокзау» Маргарита. Это вообще к Осетии имеет какое отношение? Да, никакого. Вы со мной здороваетесь на астинском языке? Да, я говорю на астинском. Да? Ирунал Зурин. Вы Вы учите астинский? Вы просто любите Ироны Жагуар. Маргарита нам очень сильно помогает. Маргарита, можно просто вы расскажете, вот откуда у вас любовь к Осетии, к астинскому языку? Ну, как-то так получилось. У меня были студенты, я преподавала в МГИМО, у меня были студенты осетины, они меня позвали к себе в гости в Осетию, я приехала,
И вот наспор я начала учить, на самом деле, остинский язык, что я выучу остинский язык быстрее, чем они испанский за там определенное время. Я спор проиграла, но вот как-то продолжилось, я продолжаю учить. Езжу в Осетию, теперь уже не связано там со студентами, просто у меня много друзей. Я вот езжу, я вот поеду опять в июне, потом в июле. Меня позвали в Верхний Изгит на неделю пожить, печь пироги, учить язык. Вот, А скажите что-нибудь на остинском языке. Иронау хоршна зурун, фалазурун, нахурканен, мажарда масау, ириштон, мажарда масау, культура, ириштон, культура, ирон культура, ама нажонен. Вообще, это... Тынк хорш, Маргарита, тынк хорш. Что это на штырбужно, гнок заурашкой, веешь, ой, тахая. Откуда появилась идея поддержать детский журнал Ноксдау? А я была подписана, я смотрю на все эти видео, которые публикуют детей, которые по-осетински там читают стихи, я слушаю тоже, потому что контента на осетинском немного, чтобы вот как-то понимать. Я смотрела эти видео, и вы опубликовали информацию, что можно поддержать журнал, и что-то как-то мне так захотелось, и я решила, что почему бы нет. Да, маленькая капелька, может, поможет. Вообще, штырбужно, да. Ну что, прекрасно, прекрасно, отлично и красиво, да, такое Да. звучание Да. остинского языка. Я попрошу в конце нашего эфира какие-то пожелания на остинском языке произнести. Но вот пока я знаю, что вы планируете и проводить остинские встречи в Москве, да? Да, у нас, ну, не только в Москве, вообще у нас в это воскресенье встреча здесь. Так, цель какая? Ага. Я пока не знаю, какая цель, потому что, ну, точнее, у меня есть идея, я пока не знаю, куда это выльется. Надо понимать, что я не планировала ничего из того, что сейчас происходит. Диана сняла это видео, она стала вирусным относительно, и мне подруга на утро сказала: Марго, создавай блог, ну, будешь рассказывать там про то, как учишь язык, и мы думали, что подпишется 200 человек. Там сейчас 1600 человек за 2 недели смотрят, что-то они там смотрят. Я до сих пор, честно сказать, не знаю, что они там смотрят. Я стараюсь, чтобы это было интересно. Вот. И по ходу того, как это развивается, я вижу отклик людей, мне пишут, что я мотивирую... А чаще всего, да, о чем пишут? Пишут, не говорящие пишут про то, что я мотивирую учить их родной язык. То есть мне уже человек 10 написали точно, вот уже прям напрямую сказали, что я начинаю учить осетинский язык, дайте контакты, я начинаю своих детей учить осетинскому языку. А некоторые осетины, которые говорят, пишут, что я просто учу такой более литературный язык, да, и там очень много из вот учебников слов, что они какие-то слова из того, что я говорю, черпают, потому что они их там заменяют на русские в своей речи обычно. И пишут очень много про то, что давайте какие-нибудь встречи устроим, очень мало, вот если про Москву говорить, очень мало какого-то, ну вот люди пишут, я не хочу сказать, что в Москве нету осетинского компонента, мероприятий, да? нет мероприятий, они безусловно есть, но может быть какие-то вот такие не церемониальные мероприятия, а может быть просто вот прийти посидеть в кафе, да, женским каким-то таким коллективом, может быть просто поговорить. Вот из этого родилась идея, мне предложила подписчица устроить завтрак. Это не я придумала, и как-то я забросила эту идею, а мне начали писать, а почему во Владикавказе не будет? А давайте во Владикавказе встретимся, мы хотим с вами встретиться. Вот мы встретимся, мне некоторые пишут, что у них есть какие-то идеи, какие-то проекты, может быть. Это мы встреча сможем завтра, да, которая состоится? Нет, завтра суббота, послезавтра. Послезавтра. Послезавтра, да, она будет. Вот, мы встретимся, пока, ну, у меня есть какой-то план, да, но я думаю, что мы по ходу поймем, куда это нас приведет. А уже много людей? Какое количество человек? Ну, от примерно. 15 до 20, да, это те, которые уже подтвердили. Изначально откликнулось около 40, но понятное дело, что там кто-то может, кто-то не может физически, там время не очень удобно кому-то. Вот пока на данный момент подтвердили вот от 15 до 20, кто придет, кто не придет, посмотрим. Удивительно, спасибо вам. Вот хочется все-таки узнать, что вам это дает? Вот это неожиданное такое, да, вы в осетинский язык включились, в этот процесс, в культуру. Что вам это самой дает? Это просто любопытство, интерес или что-то больше? Это ты что-то делаешь, а ты от этого Ты получаешь чувствуешь, отдачу. Ты чувствуешь, что это нужно.
Я просто учила язык год, и я, честно сказать, там не многие знали о том, что я учу язык, и я вообще думала, что меня там никто не поддержит в этом, и включая осетин, потому что я про это говорила, были осетины, которые говорили мне, а зачем, не надо тебе Ну да, учить зачем язык, вам ну, это? зачем? Ну, просто хочется, вот мне интересно, да, почему я говорила об этом, почему у нас в обществе нормально учить испанский, и если я буду сейчас постить в Инстаграме, как я люблю Испанию, как я хочу туда поехать, мне никто ни слова не скажет, да, мне скажут, да, я тоже хочу поехать в Испанию, а почему, когда я учу осетинский, мне задают вопрос, мне самый такой вопрос, это у тебя что, муж осетин, парень? Нет, просто так можно учить осетинский язык. А почему осетины сами в это не верят? Можно же, а почему нет? Почему за сколько лет я учила испанский, ни один испанец меня не спросил, зачем ты учишь испанский язык? Ну, затем, хочется тебе, классно. А вот про осетинский меня спрашивают. Нет, давайте, это нормальная история. Полюбить Осетию, а почему нет? Ее так сложно полюбить, что в это кто-то не верит. Полюбить Осетию, полюбить язык, заинтересоваться. Вы знаете, потому что, изучая испанский язык, когда ты приезжаешь в Испанию, тебе придется говорить либо на английском, да, либо на испанском. Ну, а сюда ты приезжаешь, ты говоришь по-русски. И вот в этом, наверное, проблема, да, больше, что мы здесь сами больше говорим сегодня на русском языке и в магазинах, и в кафе, и в ресторанах. То есть везде сейчас вот русский язык звучит. Ну, вы же сами сказали, что в Испанию тоже можно приехать на английском говорить. Испанский же для этого не обязательно учить. А можно, как много наших туристов приезжают и языком жестов изъясняются. Язык не обязательно учить, чтобы путешествовать. Его не для этого учат. Его учат для удовольствия часто. Да? Ну, мне кажется, что да. Ну, можно же 3 слова выучить и изъясняться, когда люди реально вкладываются в изучение языка, да, там годами учат, это вряд ли для того, чтобы поехать и в ресторане заказать себе паэлью, это, наверное, для удовольствия. Вот и осетинский язык тоже приносит мне удовольствие, вот и все. Потрясающе, спасибо. Вот для наших телезрителей, как найти вас в соцсетях? Осетинка.марго. Вот так даже. Все очень просто. Но там написано Марго, в скобочках не осетинка. То есть я не претендую абсолютно ни на что, просто это звучно, это запоминается. Спасибо вам большое, что сегодня пришли к нам в студию, скрасили наш эфир. Ну и ваши пожелания нашим телезрителям. Иронау. Штебужник, ахшишгон ману, баден, иронау зурен, да. Честно сказать, с пожеланиями хуже, чем с разговором, поэтому просто спасибо большое. Я надеюсь, что это будет дальше развиваться и иметь такой отклик. Спасибо. Ну а мы вам в помощь всегда. Спасибо большое. Спасибо. Это все на сегодня. Хороших вам выходных. И, как всегда, встретимся ровно через неделю в пятницу. До встречи.